Здравствуйте, уважаемый жюри. Меня зовут Рахляев Артем Игоревич, ученик 9 класса Султанского политехнического лицея. Тема моего доклада– это изучение естественного восстановления растительного сообщества на местах искательных работ нефтегазовых компаний территории Султанского улуса. Нефтегазовая промышленность считается одной из самых составных частей российской экономики, что в определяющей мере обеспечивает как функционирование всех других отраслей, так и степень благосостояния нашего населения. Территория Сунтарского улуса Республики Саха-Якутия является перспективным нефтегазоносным объектом Великокудербинского месторождения. В связи с этим на территории Сунтарского улуса проводятся изыскательные работы, которые наносят урон местной экологии. И в данное время актуальным становится вопрос восстановления площадок изыскательных работ. Новизна этой работы в том, что проведенные исследования имеют практическую значимость при мониторинге и диагностике экологического состояния растительного сообщества на местах изыскательных работ. Целью же работы является изучение самовосстановления растительного сообщества на площадках изыскательных работ нефтегазовых компаний на территории Султанского улуса. Для достижения этой цели были выставлены следующие задачи. Первое. Ознакомиться с методикой проведения полевых исследований природных объектов. И второе. Определение видовой состав растительного сообщества на местах изыскательных работ нефтегазовых компаний. И последнее, третье. Изучить влияние изыскательных работ на самовосстановление растительного сообщества. В сентябре прошлого года группой учащихся и учителей нашего лицея был организован выезд в наиболее близко расположенные и легко доступные места искательных работ нефтедобывающих компаний. Это первая местность Огдук, расположенная в 5 километрах от села Тайбахой. Изыскательную работу вел Иркутская нефтяная компания. Скважина была ликвидирована в 2016 году. Вторая же местность – это Табага, расположенная в 6 километрах от села Кокуну. Работу вел Сургутнефтегаз. Скважина была ликвидирована в 2018 году. Примерный масштаб обеих территорий составляет 1 гектар. На данных местностях была проведена работа по определению видового состава растительного сообщества. Растительное сообщество, или же фитоценоз, это группа взаимосвязанных между собой растений разных видов, которые длительное время произрастают на определенной территории с постоянным установленным окружающей среды. По данным таблиц, видовое разнообразие непосредственно на исследуемых площадках невелик. В местности Огдук растения росли не обильно, встречались изредка и только по периферии. В местности Табага, несмотря на меньшее видовое разнообразие, самовозобновление растительного сообщества идет лучше, чем в местности Огдук. Об этом свидетельствует обилие произрастания растений и время самовозобновления. Огдук 5 лет, Табага 3 года. Таким образом, можно сказать, что самовосстановление растительного сообщества наблюдается в местности Табага Кокунского наследия, в местности Огдук идет медленно. И для оценки загрязнения окружающей среды методом эхиноиндикации мы провели визуальную оценку проектного покрытия столбов деревьев. Это сделано с помощью небольших пробных площадок, расположенных на стволе дерева на определенной высоте. Обследовали основные породы деревьев, это березы, ели и лиственницы, приблизительно одновозрастные, без видимых повреждений. Для определения проектного покрытия использовали бальную шкалу Браун-Бланке, объединяющее покрытие и обилие. В нашем случае в обеих исследуемых площадках показала третью шкалу, где степень покрытия составила 25-50%. Это говорит о том, что исследуемые площадки, где проводились изыскательные работы нефтедобывающих компаний, относительно не загрязнены. По результатам изучения естественного восстановления растительного сообщества на местах искательных работ нефтегазовых компаний территории Сунтарского улуса сделаны следующие выводы. Определение видового состава растительного сообщества на площадках выявило, что самовосстановление растительного сообщества наблюдается в местности Табага Кокунского наследия. В местности Огдук Тайбуханского наследия идет медленно, хотя время ликвидации скважин составляет 4 и 6 лет соответственно.
Оценка загрязнения окружающей среды методом киноиндикации показала, что исследуемые площадки, где проводились изыскательные работы нефтедобывающих компаний, оказались относительно незагрязненными. Из вышеуказанного следует, что изыскательные работы нефтегазовых компаний отрицательно влияют на почву, тем самым снижают естественное восстановление растительного сообщества. И в заключение скажу, что в будущем планируется мониторинг данных площадок изысканий, дальнейшее изучение растительного сообщества и свойств почв, что является главным критерием для естественного возобновления растительного сообщества. На этом у меня все. Спасибо за внимание.